3 декабря, когда в нашей стране отмечается День неизвестного солдата, в Ингушском государственном музее краеведения имени Тугана Мальцагова прошла встреча с родственниками одного из участников Великой Отечественной войны, не вернувшегося домой, Мади Бабхоев. Его боевой путь начался еще в 1939 году на Советско-финляндской войне, затем продолжился в Великой Отечественной. Отрывочные сведения о нем прослеживаются на протяжении практически всего военного периода. Но на родину наш герой не вернулся, и дальнейшая его судьба неизвестна. Единственная внучка Мади Бабхоева, Лейла Измайлова, неустанно ведет поиски информации о деде. Она и обратилась в музей краеведения в надежде, что здесь ей смогут помочь. Тысячи и тысячи людей ушли на фронт, и очень многие не вернулись. Среди невернувших очень много выходцев из Ингушетии. Наш музей подготовил списки на 6,5 тысяч не вернувшихся с фронта людей, которые ушли с территории Ингушетии на фронт. И с каждым днем этот список без вести пропавших, он пополняется. И вот недавно к нам принесли документы еще на одного человека, который ушел на фронт и не вернулся. Судьба этого человека неизвестна. Но хорошо, что нашлись родственники, которые помнят об этом человеке и делают все, чтобы найти, как и где, в каком месте он пропал. Это Бабхоев Мади Эльмурзиевич, 1911 года рождения. Судьба этого человека интересна еще тем, что долгое время он был начальником железнодорожной станции города Назрань. Мы знаем, что железнодорожная станция – это стратегический объект. И вплоть до 1939 года он был начальником станции. При Бабхоеве была открыта станция, железнодорожная станция в селении Плиево, потому что Бабхоев сам из селения Плиево. Ну и вот это нужно было для экономического развития республики, может быть. Конечно, пока Ингушский музей краеведения не обладает какой-либо определенной информацией о судьбе Мади Бабхоева, но здесь постоянно ведется соответствующая поисковая работа. И то, что усилия сотрудников музея и родных нашего героя теперь объединились, дает надежду на успех в этом направлении. Это еще один момент, что возникла необходимость изучения истории станции Назрань. Был начальником станции в 30-е годы прошлого столетия. До тех пор, пока он не ушел, не призвали в армию. На фронт он ушел на финскую войну. И уже оттуда по дорогам войны его видели уже и на границе с Германией. И те сослуживцы, которые служили с ним, как ингуша его уже возвращаясь, видели на границе где-то в высоких чинах. Ну и вот уже после войны следы этого человека теряются. Скорее всего, это не простой рядовой военный был, потому что за плечами у него была учеба в Ростовском железнодорожном институте. Скорее всего, его имя засекречено, как многие имена, в течение 75 лет архивы вот на этих должностных лиц закрыты. И, может быть, после 75-летия будут доступны уже архивы, по которым судьба этого человека откроется. Старшее поколение родственников Мади Бабхоева уже ушло. Внучка Лейла и племянники знают о нем в основном то, что рассказывали дома родные. Конечно, информация очень скудная. Но даже эти скромные сведения позволяют представить нашего героя и ясно понять одно – он был необыкновенным человеком, переживавшим за родных, близких и свой народ. Действительно, он работал начальником станции на Назрани, построил в Плиеве станцию, он пропал весь здесь на войне. Мади был, конечно, отзывчивый, болеющий за людей. Даже можно посмотреть, если отзывчивость его – дальнейший, дальновидный, конечно, он взял эту станцию Плиева, чтобы можно было от Плиева прямо оттуда уехать. Мы сами ездили до Миновода, до Ростова, до Москвы, оттуда же. Уходили поезда.
И как-то действие, я помню, тоже пошел на железный вокзал, играл там. Ну, выходит начальник станции, говорит: вы что здесь? Ну, пришли посмотреть, походить. Ты, говорит, кто? Я, говорю, Бабхоев. Ну, ты, говорит, можешь ходить. Ты, говорит, это самое. Ты имеешь право, говорит, ходить здесь. Мади Бабхоев у нас доводился до меня двоюродным братом моего деда. Вырос он в хорошей семье, их было всего 3 брата. Старший Усман, второй Мади, а третий младший был тоже как Магомед звали. Он учился в Ростове, занимал должность начальника станции по рассказу наших. Он построил в нашем селе станцию, и чтобы эта станция служила для сельских людей, для нашего села, чтобы было легче ездить. Я сам в свое время оттуда брал билеты из кассы, ездил. Она помогала людям, с чем ехать в Карбулак, там, Слепцовск, Назрань, ближе в своем селе. Было там построено хозяйственный двор, который отгружался оттуда товары на все направления. Как он пропал без вести, дальнейшая судьба нам из родственников, даже братья, как брат рассказывал, младший брат, я помню его как сегодня, старшего Усмана я 1 раз его видел, вот его так четко не помню. Остались у него, у Усмана, дочери этих я помню, а у Мади тоже дочь была, я ее не помню. У него была одна дочь, от дочери осталась внучка, а больше никого там нет. Единственная дочь была. И за то, что он ушел на фронт, она родилась-то до войны еще, осталась после, он сам не вернулся уже. Все. Есть, конечно, были братья, у него брат в Грозном жили, Мурат и этот Осман, 2 были. Были мы как-то, ездили тоже в Грозный, не очень-то, ну, бывает, детей мало кто брал, но однажды я попал туда. Единственная фотография деда у внучки Лейлы, и та благодаря маминой тете, свояченице Мади Бабхоева, которую он ей лично подарил на память. Когда Лейла подросла, тетя передала фотографию ей. Еще одна фотография нашего героя опубликована в книге «Город Назрань». Возможно, какие-то фотоматериалы есть у других родственников или где-то в архивах. Но сегодня это пока все, что мы можем показать. Бабхоев Мади Эльмурзаевич, он мой дед, отец моей матери. У меня мать умерла в раннем детстве, а вот тетя моя, всегда у моей тети находилась вот эта фотография. Это фотография оригинал. Это подарок ей в 1939 году. Да. А дед мой Бабхоев Мади родился в Плиеве, в селении Плиеве. Он с детства отличался со своими, вот по рассказу всех вот этих бабушек, он с детства отличался от своих сверстников. Он был очень смышленым, умным. Вот старался помогать людям. Он, по рассказу моей тети, он учился в Назране в школе. Ну, в раннем даже бабушка говорила, что у него не было времени, все равно пошел. И при том, что он пешком ходил. В этой школе учился Зязиков Идрис Бексултанович. И он тоже заметил этого мальчика, ну, как бы он что старательно учится хорошо в это. Они как бы имели связь. Затем, после окончания школы, он устроился там в Ростове. Но мне кажется, что это то ли железнодорожный, то ли техникум, типа того. Но главное, там они говорили, что он очень хорошо учился, отличался среди студентов. В 1929 году он был как помощник Зязикова Идриса основания мельзавода, Назранского мельзавода. В 1935 годах по 1938, по 1939 он был начальником станции Назрань. Потому как прощался Мади Бабхоев с родными, когда уходил на войну, какие наставления давал, Лейла предполагает, что дедушка представлял, как может сложиться его судьба.
1939 году там на 2-3 месяца он был как бы или в командировке, или чего-то, и в Москве. Но сейчас это мои мысли, вот, мне кажется, что он там переподготовка или что-то была. Потом после возвращения домой, там вещи, много продуктов, много чего. И своим братьям он все как бы поделил. А когда ему задали вопрос, вы куда уезжаете, почему вы так делаете, нет, он сказал, если будет суждено, мы встретимся. Он сказал вот своей своячнице, своей жене, чтобы она связь имела со своими этими деверами, со всеми, и друг друга ходили. Будем связь, если будет судьба, мы встретимся. Я не знаю, насколько я уезжаю. Но мне кажется, что он знал это. Точно. Просто он не любил говорить свои... Вот они говорят, что он отличался тем, что он не любил говорить свои вот планы о своих работах. Те редкие сведения о Маде Бабхоеве в период его военной службы, которые позволяют как-то проследить его боевой путь, это единичные письма родным без обратного адреса, а также свидетельства наших земляков, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны и так или иначе пересекавшихся с нашим героем. А его брат, младший его, Мурат Эльмурзиевич, они жили в Грозном. Вот он постоянно говорил, что он от него 2 письма получил. Но обратного ответа не было. Ветеран Великой Отечественной войны Келиков Мухарбек Успеевич. Вот он рассказал нашим родственникам и нам о нем. Но он без слез никак не мог рассказывать. Они воевали. Вот даже у меня есть вот 491-й стрелковый полк и 159-я стрелковая дивизия. И после того, как они там были, полностью враг, потери были большие. Вот это в 1941-1942 году это было в Киеве. Он говорит, я там среди с этих обломков, среди всех этих был. И мать сказал, когда он стонал там от сильной боли, вот этот Мухарбек Усыш, он его взял, поднял, они сначала своих забирали, раненых, и сказал, все станет нормально. И потом еще он рассказывал, после того, вот этот Мухарбек, он еще был на фронте, но по их рассказу, вот это в 1941-1942 году это было в Киеве. И после того прошло там времени, там промежуток, не знаю, времени прошло, и его отправляли домой, вот этого Мухарбека. После того, как его отправили домой, он рассказывал, ему сказали, чтобы он поехал в Алмату. И его направляли там военные, как ему выйти, как под какой дороге, и там же они встретились. Отмобилизовать для, что деньги выйти, от сейшота, а он говорит, ты что, хамар, и что, сиди, сюда, Алмата, сюда, тик, Мадия, хазвар, погран войска. Yerige çıktılar ve Allah var. Ben götürüyor. Tıkdeveşi bir dotta var. Çıktın tutarsa говорит, Лиленьки, что говорит. Çık oldu hiza var. Алмата. В руках Лейлы фотография деда, в памяти завещание тети узнать о его судьбе. А в глазах огромная надежда, что удастся найти его след. Это самое большое желание Лейлы. И, конечно, хотелось бы, чтобы у нее все получилось. Ингушский государственный музей краеведения со своей стороны готов оказать максимально возможную помощь. Она только мне его отдала где-то в 90-х годах, потому что боялась его потерять, потому что это был самый дорогой подарок. И она завещала мне, придет время, что его... ты найдешь, я уверена. Хотелось бы поблагодарить
и Лейлу Измайлову, которая подняла этот вопрос и делает очень много для изучения судьбы этого человека. И она по крупицам собирала историю про него. И сегодня к нам в музей пришли его родственники, которые еще больше могут рассказать об этом человеке. Не только судьбу этого человека, но как представителя железных дорог, управления железных дорог здесь на территории Ингушетии, эта тема очень интересная и для нас, и мы будем в дальнейшем искать, и надеюсь, что эта папка пополнится еще новыми документами.